Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, хочу вас поблагодарить за то, что вы меня поддержали, поставили огромное количество лайков, и благодаря этому мои последние новости посмотрело более 1000 человек. Надеюсь на вашу поддержку и в дальнейшем. В Любляне побит очередной антирекорд. В районе Шишка, на улице с примечательным названием Русская, собственник продает комнату величиной всего лишь 7 квадратных метров по цене 85 тысяч евро. В комнате помимо кровати помещается также стиральная машина и раковина, а туалет и душ находятся на этаже в общем пользовании. Собственник данной недвижимости в объявлении указывает, что это отличная инвестиция. К сожалению, Любляна все больше и больше становится похожей на такие города, как Париж, где людям приходится ютиться в маленьких помещениях. Кстати, по стандартам для нормальной жизни на одного человека необходимо 20 квадратных метров. Но есть и небольшая хорошая новость в Любляне на рынке аренды недвижимости. Муниципалитет Любляны объявляет тендер на сдачу 75 квартир по социальным ценам. Чтобы принять участие в этом тендере, вы должны соответствовать некоторым критериям. Быть молодым или молодой от 18 до 29 лет. Помимо этого, иметь гражданство Словении и постоянно проживать в Любляне не менее 6 лет. Если вы соответствуете всем этим критериям, то можете поучаствовать в тендере и стать жителем одной из 75 квартир в Любляне по социальной цене. Но уверена, к сожалению, желающих будет намного больше. Правительство Словении объявило, что с 1 октября повышаются тарифы на электроэнергию. И, конечно же, по поводу этой новости в сети разгорелись острые дебаты. Люди негодуют. К сожалению, в новостях не написано, на какую конкретную сумму поднимутся тарифы на электроэнергию. А как-то уклончиво сказано, что это будет зависеть от каждого отдельного дома. Мне это осталось абсолютно непонятным. Видимо, и другим тоже. Возможно, правительство просто боится шокировать своих граждан. Новости криминальной хроники, которые говорят нам о том, что в Словении тоже нельзя расслабляться. Среди бела дня, а точнее в 13:30, злоумышленник достал у одной женщины в магазине из сумки кошелек. И тут же неподалеку снял с ее банковской карточки деньги. Каким образом ему удалось снять деньги, к сожалению, в новости не объясняется. Но этого злоумышленника до сих пор не поймали. И вторая аналогичная новость. В 9 вечера в одном из баров злоумышленник украл у женщины сумку. Но, к счастью, по свежим следам его удалось быстро поймать. Сумка и кошелек были возвращены жертве. И еще одна ужасающая новость из раздела «Черной хроники». В пятницу вечером в торговом комплексе в городке под названием Требенье произошло убийство. 49-летний мужчина ранил острым предметом другого 48-летнего мужчину, и тот, к сожалению, скончался на месте. Как сообщили сотрудники Новоместского департамента полиции, в пятницу около 18:30 им поступило несколько звонков о насильственных действиях в коммерческих помещениях в Требенье. На место было направлено несколько патрулей полиции. На месте они обнаружили 48-летнего раненого мужчину, которому уже невозможно было помочь, и он скончался на месте из-за тяжелых травм. По предварительным данным, 48-летний мужчина должен был подъехать к офису, где работает его бывший партнер. Короче говоря, уже какие-то были давние конфликты между этими людьми, а тот, который ранил, он раньше уже привлекался за насильственные действия. Но, видимо, до смерти и до убийства никогда не доходило, и поэтому он оставался на свободе. Конечно же, нападавшего сейчас посадят, а сидеть в словенской тюрьме, как быть в санатории. Но, к сожалению, пострадавшего уже не оживить. В начальной школе маленького городка под названием Шент-Ярней произошел давно назревающий конфликт. Один из учеников долгое время терроризировал одноклассника.
И у отца сдали нервы, он пришел разбираться в школу с учеником, который терроризирует его ребенка. Напомню, что городок Шент-Ерней находится неподалеку от большого города Новоместо. И этот регион давно известен своими межнациональными конфликтами. Из открытого источника становится ясным, что данную школу посещают 814 детей, и из них около 85 учеников являются цыганами. И, к сожалению, очень часто возникают межнациональные конфликты. Конечно же, к этому конфликту сейчас подключилась и полиция, и психологи. Надеюсь, конечно же, что они как-то мирно урегулируют данный конфликт. Но, как мы знаем, что конфликты имеют свойство расширяться. Если один отец обидел одного из учеников, и тем более этот ученик является частью цыганской общины, а как мы знаем, цыгане очень мстительные и могут также начать мстить обидчикам. И эти разборки до добра никогда не доводят. Интересный факт, что перед входом в данную школу висит громкий заголовок «Наша школа е кул», что в переводе означает «Наша школа крутая». В этом году в Словении очень рано похолодало, и ласточки, которые не успели улететь на юг, начали падать прямо с неба. Это выглядит как в фильмах про апокалипсис или напоминает фильм Хичкока. На данный момент экологи пытаются помочь птицам выжить. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от плюс 11 до плюс 21, облачно с прояснениями. Спасибо. Без проблем. Помогать вам мне в удовольствие. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!